Как нам оценить экономические итоги прошлого года для Татарстана и сколько денег нужно выделить бизнесу в виде льгот, налоговых преференций? Это только на первый взгляд ответы на оба вопроса на поверхности. Льгот лучше дать по максимуму, а итоги, какие они еще могут быть в ковидный 2020? Оказывается, совсем не такие и плачевные, доложил на сессии Государственного совета премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Если кратко, валовый продукт хоть и упал на 3%, в этом году правительство ожидает роста экономики уже на 4%. Не будет сокращений по важнейшим республиканским программам. Разве что часть из них уйдет по причине окончания сроков реализации. На смену им придут новые социальные программы, обнадежил Песошин. Что касается льгот и поддержки малого бизнеса, эта тема будет так или иначе упоминаться неоднократно. Сначала на трибуну Госсовета поднялся харизматичный лидер партии Роста в Татарстане, бывший кандидат в президенты республики Олег Коробченко. Он не стал себя ограничивать, малому бизнесу нужны максимальные послабления, а лучше полностью освободить от налогов предпринимателей на 5 лет. Хотя бы для компаний, которые инвестируют в производство, реинвестируют в производство новые проекты. Это очень важно. Можно все раздавать. Вот Удмуртия, она дотационная. Они сидят на дотации. А мы с тобой, донор, да? Нам никто ни копейки не дает. Нам надо все зарабатывать. Я за в разумных пределах поддерживать. У нас вот инфраструктуру мы там, еще планы, вот я сказал, будем создавать промышленные парки. Но бизнес же, он тоже должен, это не только налоги не плати, субсидию на развитие бизнеса дай. Может быть, зарплату еще с бюджета давать. Олег, ты после того, как президентом планировал стать, стал популистом. Ты очень успешный. Да. Он очень большой молодец, да. Я его прекрасно понимаю. Но мы должны просить. Под лежачий камень вода не течет. Если мы будем молчать в тряпочку, то нам ничего не дадут. Проси больше, получишь столько, сколько нужно. Подход, в принципе, рабочий. Другое дело, что ситуация у всех разная. Мы уже рассказывали вам о том, в каком положении оказались предприниматели республики после отмены ЕНВД с Нового года и перехода на другие режимы налогообложения. Для отдельных категорий бизнеса, особенно на селе, нагрузка выросла в разы. Все дело в том, что законопроект об изменениях в патентную систему налогообложения принимался в ускоренном порядке. Как итог, в документе появились нормы, на которые бизнес явно не рассчитывал. Например, на то, что расчет стоимости патента будет считаться не с площади торгового зала или зала обслуживания, как это было при ЕНВД, а с площади всего объекта. Были вопросы и по понижающим коэффициентам для бизнеса на сельских территориях. Наши эксперты высказывались за то, чтобы сделать разбивку по группам для разных категорий бизнеса более подробную, по районам и населенным пунктам. Почти все предложения предпринимателей и бизнес-сообщества были учтены. Рабочая группа и специалисты Министерства экономики проделали огромную работу. Был полностью снят вопрос с расчетом налога, исходя из площади всего объекта. Теперь налог считается только по полезной площади. Дополнительно были включены еще 8 новых видов деятельности. И очень важно, были введены более подробные понижающие коэффициенты для предпринимателей по районам и населенным пунктам. Отдельно позаботились о тех, кто работает в деревнях с низкой покупательной способностью. В магазинах в сельских, или в общепитах сельских потенциально возможный доход будет еще меньше на 40% по отношению к тому потенциально возможный доход, который у них в этом же районе, в райцентре. Эти изменения, они вступят с 1 февраля, то есть с дня вступления в силу закона. Он вступил в силу с 1 февраля этого года. Но для этого предпринимателям надо будет написать заявление в налоговую службу, чтобы налоговая служба им пересчитала стоимость налога, стоимость дохода, соответственно, налога. Президент обещал и, в принципе, слово свое сдержал. Все те недостатки, которые проявились в течение первого квартала, бизнес-сообщество просило, предлагало, и по существу большинство предложений нашло реализацию в этом законе. Процесс внесения изменений в законодательство, которые вводятся фактически задним числом, вполне нормальный. Ведь в данном случае речь идет не об ухудшении, а о явном улучшении налоговых условий для бизнеса. Да и с точки зрения законотворчества, это обязанность депутатов и правительства заботиться о своих гражданах, в данном случае о предпринимателях. Если мы будем уклоняться от доработки, то тогда получится, что мы не признаем существующих проблем, то есть закрываем глаза на них.
К сожалению, бывает такое, что где-то не рассчитали, в том числе те, кто готовил законопроект. И поэтому необходима коррекция. И она произведена. Если вдруг окажется так, что в той или иной степени законопроект не будет устраивать предпринимателей, мы должны держать руку на пульсе и своевременно на это реагировать, принимая изменения в законодательную базу. Мы ждем информацию, что кто-то считает, что какой-то вид деятельности согласно АКВЭДу не включен. Мы готовы это рассматривать. Мы же со своей стороны тоже обратились к предпринимателям, которые высказывались в нашей программе. Они приступили к изучению документа и сделают свои выкладки чуть позже, в следующих выпусках нашей программы. Так что не прощаемся с этой темой. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов. 7 дней.